Добрый вечер. В эфире ток-шоу «Ой, Ордо». В Кыргызстане ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения как для водителей, так и пассажиров. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ, закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, который вступил в силу буквально накануне. О принятых нововведениях и также мы поговорим сегодня в эфире ток-шоу «Ой, Ордо». Дастан Далабаевич, вы являетесь инициатором закона. Расскажите, чем вы руководствовались при разработке его? Во-первых, я должен сказать, что мы вносили поправки в Уголовный кодекс, не в Административный кодекс. У некоторых просто есть заблуждение по данному вопросу. И чем, соответственно, мы руководствовались? Ну, смотрите, такая ситуация у нас происходит. У нас в год порядка 1000 людей умирает вследствие дорожно-транспортных происшествий. И когда следствие ведется, возбуждается уголовное дело, виновное лицо идет к родственникам погибшего человека, умершего человека, и начинает договариваться. Ну, уже человека не вернешь, давайте как-нибудь так договоримся. И обычно, если в среднем проанализировать все уголовные дела, в среднем договариваются на 200 до 300 тысяч сомов. Это примерно средняя ставка, я извиняюсь, что я так говорю, но получается примерно так, да, что средняя ставка за то, что, извини, я нечаянно убил твоего родственника, вот вам, возьмите, а что сделаешь уже? И вот этот момент, он уже практически становится нормой в обществе. И у нас до сих пор, сейчас закон вступил в силу, до сих пор идут дискуссии, говорят, нет, закон неправильный был, надо все-таки оставить возможность людям договариваться. Почему? Потому что а вдруг виновное лицо, оно же тоже трудоспособно, у него тоже семья, у него тоже дети. Но извините меня, пожалуйста, если мы возьмем статью 165 Уголовного кодекса, скотокрадство, я всегда именно акцентирую на этом моменте, за скотокрадство человек у нас сидит, лишается свободы. А человека сбил, ты лишил другую семью, лишил практически кормильца, лишил, я не знаю, родного человека, да? И ты можешь свободно 200-300 тысячами сомами откупиться. Это неправильно. За скотокрадство человек сидит, а за убийство человека, даже пусть оно по неосторожности, человек свободно гуляет на свободе. Причем частенько бывает так, что не лишается даже права на управление транспортным средством. Не лишается. То есть в основу это легло, да? Это уже в обществе становится нормой. И у нас идут дискуссии, хотя во многих других странах это вообще даже дискуссии не вызывает. Это считается правильно, что если человек человека убил, пусть по неосторожности, он должен за это нести ответственность. Иманол Кадырбаевич, скажите, непосредственно каким образом ужесточили наказание за ПДД? Но ужесточение наказания, я бы хотел сказать, было бы правильно не за нарушение ПДД, а именно человек нарушает правила дорожного движения, вследствие чего совершается дорожно-транспортное происшествие, где человек получает либо увечья, или порой она уже заканчивается трагически с гибелью. Да? Именно за те нарушения, которые именно становятся причиной совершения дорожно-транспортных происшествий, именно за это там ужесточается именно уголовная ответственность. А в случае, если ДТП совершено по неосторожности, в таких случаях что предусматривается? В любом случае, само по себе дорожно-транспортное происшествие, она относится к категорию неумышленных и осторожных преступлений. Да? Но несмотря на это, на сегодняшний день уже есть изменение, дополнение Уголовный кодекс, согласно которого ужесточено наказание. Здесь еще надо сказать, например, ДТП бывает не только по вине водителей, да, по вине пешеходов и по вине пассажиров. И также здесь именно есть те моменты, где водитель совершает дорожно-транспортное происшествие, вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшим, они скрываются с места совершения, при этом оставляя в опасности тех людей, которые реально нуждаются в помощи. Да? А если, например, своевременно была бы оказана помощь соответствующая, мы могли бы еще сократить количество тех лиц, которые именно погибают. Именно за это тоже сейчас ужесточается меры наказания, именно
вот в таких порядках. А также есть нормы, согласно которого должностные лица или владельцы автотранспортных средств, зная заранее, что человек находится в состоянии алкогольного или наркотического или другого вида опьянения, несмотря на это, они доверили управление транспортным средством другому человеку, вследствие чего наступило дорожно-транспортное происшествие. Именно за эти нарушения тоже сейчас уже будет ужесточены меры наказания именно. А вот какие предусмотрены наказания? Вот об этом подробнее расскажите, вот простым языком, для того, чтобы люди поняли, да? Ну, здесь здесь вот отношение вот 3 статей, да, это статья 281, статья Уголовного кодекса, это нарушение правил безопасности движения и эксплуатация транспортных средств. Да. Здесь вот первой части это вот ДТП, где человек получает менее тяжкий вред здоровью. В данной ситуации уже наказание предусмотрено тройной АИП с лишением права управления транспортным средством до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет с лишением права управления транспортным средством до 3 лет. Да? Также вот здесь статья вот 5 часть 5 данной статьи оставление лицом, управляющий транспортным средством, место дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью участников дорожного движения, либо наступила смерть, наказывается лишением свободы на срок 7 лет с лишением права управления транспортным средством на 3 года. И также здесь вот статья 284 Уголовного кодекса, это допуск к управлению транспортными средствами лица, находящегося в состоянии опьянения, либо не имеющего права управления транспортным средством, в результате чего имеются пострадавшие. Здесь наказывается тройной АИП с лишением права занимать определенные должности или определенной деятельности, либо лишение свободы на 5 лет с лишением права занимать определенные должности или определенной деятельности. И также статья 285 Уголовного кодекса, это нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Здесь как раз идет ответственность как и водителей, так и пассажиров и пешеходов. Также по первой части, если причинен тяжкий или менее тяжкий вред, наказание в виде тройного АИПа, а если уже это повлекло смерть одного или более 2 лиц, это тройной АИП, либо лишение свободы от 3 до 5 лет. Дастан Далабаевич, вы не могли бы внести некоторую ясность вот относительно АИПа, да? То есть не всем понятно, что это за АИП. Тройной АИП, ну, этот институт, он раньше применялся широко, потом впоследствии его потихоньку убирали из Уголовного кодекса. Это тот же штраф, только в тройном размере. Штраф, размер которого определяется судьей, исходя из нанесенных материальных и иных там последствий, да? Вред здоровью, сколько там затрат на восстановление здоровья ушло, вот исходя из этого. И там идет 2/3 идет потерпевшему, 1 часть там идет государству. Вот, вот таким образом размер определяется судом, непосредственно судом. Естественно, в суде должны будут показывать все документы, сколько чего, как ушло. Но, к большому сожалению, вот здесь я должен предупредить, мы немножко опоздали с этим законопроектом. Почему? Потому что вот этот Уголовный кодекс вот в этой редакции, он действует только вот до 2019 года. С 1 января 2019 года у нас начинает действовать совершенно новый Уголовный кодекс. И там вообще, я не знаю, это такое благо прям для многих преступников. Там даже те, кто пожизненно сидел, для них очень открываются хорошие возможности. Это То есть этот закон будет непосредственно только год работать, да? Вот, получается так, к сожалению так. Поэтому, ну, я его инициировал давно. Просто вы знаете, у нас в парламенте пока начинают растягивать регламент, не регламент, пока внесут 5 предложений, 500 раз обсудят, 10 раз еще передумают, потом пока примут, еще год или 2 проходит. Айбек, скажите, насколько вот принятые меры будут, насколько они действенные будут, и насколько от этого снизится аварийность на дорогах? Ну, я же не как сказать, я не могу предсказать ситуацию, да, я могу только основываться на том, что у нас сейчас мы видим.
Ну, по крайней мере, я как активный водитель и как гражданин, который вот активно участвует в жизни общества на дорогах, я вижу следующее, что у нас отличные законы, у нас, в принципе, хорошие инициативы постоянно, да, законодательные. Ну, долго-недолго они все равно принимаются. У нас проблема совсем в другом. В исполнении законов и в соблюдении законов. И вот почему-то мы со стороны государства, да, вот, и органов соответствующих не можем обеспечить вот это исполнение. Вот когда будет, ну, повлияет ли это, вот сейчас новое законодательство, но оно как-то все равно влияет, да. Повышение штрафов, ужесточение наказания, оно влияет так или иначе. И я вообще являюсь сторонником ужесточения. Можно даже еще в 10 раз ужесточать. Но другое дело, смотрите, я знаю, вот я точно знаю 2 людей, которые были по суду лишены права управления транспортным средством. Но они управляют транспортным средством. Понимаете, это, я уверен, в кругу знакомых там или как приятелей каждого вот такого человека, который связан, да, с этой деятельностью, есть такие люди. То есть закон не работает. В этом я вижу проблему. То есть проблема в том, что законы хорошие, но проблема в исполнении их, да? Да, конечно же. Вот если бы акцентировать больше внимания именно на эту часть, то, я думаю, наши законы, они, в принципе, по крайней мере, на данный момент, они, ну, если не идеальные, то очень хорошие. Достан Далбаевич, скажите, на основе чего высчитывалась такая сумма штрафов, да? На основе доходов населения или как? Нет, изначально закон немножко в другой версии был. И вот я хотел бы тоже ответить на ваш вопрос. Аварийность, наверное, не снизится. Я должен быть откровенен в этом вопросе. Этот законопроект был направлен, как я вам говорил, чтобы у нас убить вот эту ненормальную практику откупа от значит, преступления. Вот только для этих целей он вносился. Потому что если бы мы дальше шли бы так, мы настолько обесценили бы жизнь человека, что даже, я не знаю, жизнь скота была бы дороже, чем жизнь человека. Поэтому пришлось этот законопроект вносить. На аварийность, к большому сожалению, вряд ли это сильно повлияет. У нас дело в том, что вот Айбек очень правильно сказал, очень проблема у нас с избирательностью, ну, как работа избирательности законов и коррупция, да, вот это есть. Что касается, ну, непосредственно вашего вопроса, здесь, ну, понимаете, как сказать, высчитывалось так, изначально предлагался 1 миллион сом в виде штрафа, когда наносился, ну, это в том случае, если наносится вред здоровью, то есть не в случае гибели, да, человека, а наносился вред здоровью, то есть когда человек стал инвалидом. Почему так, вот именно так радикально предлагался такой штраф? Потому что, ну, государство потом этому человеку начинает выплачивать пенсию, пособие по инвалидности, назначать там медицинские услуги бесплатно, да, то есть государство становится в убытке, скажем так, да, по вине вообще другого человека. Но ко второму чтению внесли депутаты предложение о том, чтобы сделать это как тройной АИП, чтобы тоже потерпевшему что-то доставалось. Я, в принципе, согласился. Ну вот смотрите, к примеру, в соседнем Казахстане пошли по другому пути, да? К примеру, там, наоборот, понизили, да, сумму административного штрафа Нет, на некоторые вы путаете, пункты. Там сумма административного штрафа, на некоторые пункты. Да, я тоже считаю это очень правильно. Почему? Потому что есть мера, да, ну, есть предел, да, вот на самом деле, он такой неощутимый, но есть предел. Если мы, вот, допустим, вот сейчас у нас 1000 сом штраф, я считаю, на сегодняшний день они там, ну, нормальные, да, вот, допустим, за нарушение переезда, там, перекрестка, да, там, на не тот свет ты проехал, да, допустим, на красный свет светофора, 1000 сом, я считаю, это нормально. Но если мы сделаем 10 000 сом, вот закон не будет работать. Абсолютно, вообще тогда не будет работать, он будет только работать на карман ГУОБД сотрудников, и причем это будет очень заманчивый коррупционный закон, поэтому есть пределы на самом деле. Ну, это предел, конечно, нигде не написан, но надо это чувствовать тонко. Люшинал Сукупарович, как вы оцениваете сумму штрафов? Насколько они соизмеримы, да, с доходом населения? То есть не получится ли так, что выплачивать будут административные штрафы только платежеспособные слои населения, да, а, как всегда, страдать будет простой народ? Это, ну, штрафы по настоящее время наши, можно сказать, это все изучено, все вот это наши
все, согласно вот этого административного кодекса, который мы читаем, да, тут уже не слишком много. Здесь, например, который несут ответственность, он правильно там опубликовал, потому что раз человек совершил дорожно-транспортное происшествие, некоторые даже не несли ответственность. Там между собой сговор или встречным заявлением было освобождено. А некоторые водители даже, когда совершили дорожно-транспортное происшествие, там несколько раз повторялось, были случаи, которые наезд на пешеход, по-моему, был, да, одного человека там, несколько было совершено дорожно-транспортное происшествие. Но тут мы к этому должны относиться так, мы не должны ожидать, чтобы государство как-то наказывали наших людей, чтобы штраф оплачивали. Мы должны создать условия, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения, чтобы не оказались участниками дорожно-транспортных происшествий. А как? Самые главные дорожные элементы должны быть правильными. Нанесено дорожные разметки четко, где нужно, например, пешеходный переход могут перейти. В других государствах, например, где пешеходный переход очень освещенно. А у нас в некоторых местах есть дорожные разметки, а в ночных условиях даже незаметно. Знаки некоторых отсутствуют. Вот поэтому самое главное, мы должны над этим работать, не только наказывать Давайте посмотрим наших водителей. мнение горожан, не горожан, а опрос в одном из информагентств относительно наказания, да, суммы штрафов. Вот как вы видите, мнение людей разделилось, да, практически 50 на 50, то есть, но все же преобладает, конечно, мнение того, что все равно как было, так и останется, да, то есть будут разводить, говоря, да, на народном языке. Вот, к примеру, если вам плохо видно, я могу даже продублировать, вот 47,70. Ну вот тут смотрите, я вот сейчас сразу скажу, вот здесь заместитель начальника как раз ГОБДД, да? Вот я просто спрошу, вот зарплата средняя какая? 11 тысяч сомов. 11 тысяч сомов. Но здесь я хочу сказать, здесь же речь идет не об административной ответственности, тут уже уголовная за совершение Тут- уголовно наказуемого деяния, то есть за совершение дорожно-транспортного происшествия, речь идет об уголовной ответственности. Вы видите, мнение населения, да, относительно работы сотрудников ГАИ, оно не вызывает доверия. То есть что вы сегодня делаете для того, чтобы вызвать это доверие? Потому что опрос говорит сам за себя. Во-первых, я да? хотел бы сказать, вот именно, вот, конечно, в народном языке разводить ДТП, да, вот именно на сегодняшний день ГОБДД, от имени ГОБДД я могу сказать, что никаких укрывательств или там развод нету. Почему? Потому что дорожно-транспортным происшествием это является именно тот случай, когда вот есть на дороге происшествие с участием автомобильного транспорта или транспорта механического, да, при этом есть люди, которые получили увечья или наступила смерть. Именно в этих случаях никакие там уже укрывательства нету, все материалы регистрируются, передаются следственной службе, и, конечно, уже следственная служба будет уже дальше расследовать все причины, условия, способствующие совершению ДТП, и в конечном итоге виновная сторона должна уже понести соответствующее наказание. Я, наверное, внесу некоторую ясность. Да. Чаще всего, вот я даже могу вам привести один частный пример, когда произошло ДТП, но в результате, когда был нанесен, да, менее тяжкий вред здоровью, там получилось так, что виновнику пришлось самому бегать за следователем, потому что он бездействовал. Да. То есть, когда работа ГАИ заканчивается на определенном месте, да, отдают дело следователю. Но непосредственно они, чаще всего, мы это знаем, и ни для кого не секрет, что они чаще всего вступают в сговор, да, с виновниками, и от этого идет безнаказанность. То есть, К как эта большому ситуация? сожалению, эти факты, вот то, что вы говорите, это есть. Бывает, волокитят специально. Вот ко мне много граждан, когда я вот этот законопроект поднял, очень многие обращались. Вот кого-то сбили, там уже давно, полгода прошло, преступление не регистрируется. Это есть. На самом деле, ну что скрывать, есть это все на самом деле.
Просто вопрос в другом немножко. У нас надо поставить правильно вот эту службу расследования, ну, чтобы прозрачно работала. Не смог ты вот в положенный срок там расследовать, все, ты должен быть освобожден. И все, даже закон Здесь еще должен один быть так момент поставлен. есть, то, что, во-первых, я сейчас хочу поблагодарить Даслана Далбаевича, то, что он поднял действительно эту проблему. Действительно, в статье 281 ДТП были недостатки, так как эта статья была, там наказание очень было мягкое, и срок давности в течение, если 1 года, в течение 1 года, если суд не выносил решение, то он освобождался от наказания, виновник ДТП. Теперь, благодаря вашим изменениям, которые вы подняли, теперь срок давности увеличился до 3 лет. И это тоже препятствие к волоките уголовного дела. Большой минус то, что этот закон не принесет пользы, а мог бы, так как 1 января это все, он теряет свою юридическую силу. Нет, С 1 мы же января, сидеть не будем просто так, мы же тоже будем с 1 января поправки в тот новый с 1 января То есть уже 2019 стартап, года, да, некий? с 1 января 2019 года вступает новый уголовный закон, и в статье 297, это нового уголовного кодекса ДТП, там наказание до 5 лет всего лишь. А независимости, он был в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии наркотического, там даже таких пунктов не указано. То есть, если водитель был в пьяном состоянии или был в трезвом состоянии, это никак, ни в коей мере не отразится на наказании. И снова сроки давности до 1 года, также срок давности рассмотрения до 1 года, да. Вот. И за прошлый год, за 2016 год, то есть за позапрошлый год, из 391 уголовного дела, направленного в суд, только наказание получили только 162 человека. Остальные были 228 человек было освобождено от наказания. Опять-таки проблема здесь в исполнении, как было сказано. Суды не исполняют, и здесь коррупционные риски снова появляются, так как наказание, да, вот в ДТП, там санкции, они альтернативные. Там либо есть прилог, да, не конкретное, не конкретизированное наказание, а есть варианты альтернативные, например, штраф или лишение свободы. Вот если напрямую вот Даслану Далбаевичу обращаюсь, так как вы в законодательной власти являетесь, вот если вы, когда будете принимать, вы обещаете то, что вы будете в статью ДТП будете дополнять, вот, чтобы сократить коррупционные риски в судебной системе, вот, можете ли вы там конкретизировать наказание, да? Конкретизировать? Не, конкретизировать нужно. Я думаю, это мы будем делать. Там просто с Уголовным кодексом новым большие проблемы. Это сейчас вот госорганы спят, что ли, у нас, и не понимают, что будет через год на самом Там деле. все Потому там... что, если посмотреть любую статью, там, я говорю, хорошие условия для коррупционеров, воров, там всем классно вообще будет. У всех там сроки в разы сокращаются. И делалось это в рамках гуманизации, там, чтобы в тюрьмах меньше люди сидели, а чтобы на свободе гуляли. К сожалению, так, да, это вопрос будет еще рассматриваться, я думаю, комплексно. Я предлагаю ваше внимание обратить на экраны, посмотреть статистику за последние 2 года относительно совершенных дорожно-транспортных происшествий. Я могу вам зачитать, что за 2016 год произошло 5686 дорожно-транспортных происшествий, погибло 938 человек, количество смертельных исходов среди детей составило 128. За 2017 год ДТП произошло 6046 раз и погибших 907 человек, а количество смертельных исходов среди детей 104. Да? Как мы видим, статистика неутешающая, но с началом января этого года по сегодняшний день произошло 408 аварий, в результате которых погибло 59 человек. Да? Иманол Кадырбаевич, вы как специалист, который давно работает в этой структуре, вы занимаете руководящие должности, можно сказать, знаете проблему изнутри, да? Вот вы можете назвать 3 основные причины, по которой вот происходят подобного рода аварии, да? Что вот легло в основу? Вот как раз я хочу сказать, мы проанализировали в целом по республике 86% дорожно-транспортных происшествий – это именно в результате нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. 7% – это нарушение правил дорожного движения со стороны пешеходов. А если уже конкретно посмотреть, какие нарушения чаще всего становятся причиной совершения ДТП, это 33% от всего ДТП именно по причине превышения установленной скорости. Несоблюдение скоростного режима, да? Порядке 24% ДТП это именно
нарушение правил маневрирования при езде. Также порядке 13-14% это выезд на полосу встречного Иммануил Кадырбаевич, движения, и где-то 11% это за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Мгм. Вот вы сказали, что чаще всего происходит из-за несоблюдения правил дорожного Да. движения. То есть в основу лежит выдача водительских прав. То есть получается, водители, да, будущие, ненадлежащим образом обучаются или мы знаем, что многие, да, не секрет, что приобретают права за деньги. И получается, что, Айнура Абдукалыковна, ваше ведомство, да, порождает такие проблемы. Я не совсем согласна с тем, что именно наше подразделение Государственной регистрационной службы порождает все эти факты. Во-первых, необходимо отметить то, что обучением и лицензированием автошкол занимается Министерство образования и науки. Каждый водитель, то есть кандидат в водители, сдает соответствующий экзамен в самом учебном заведении. После этого именно на право управления транспортным средством уже обращается непосредственно наш департамент регистрации транспортных средств. Мы уже с 2015 года ввели автоматизированную информационную систему тестирования водительского состава, по которому каждая автошкола, как раньше, не может задним числом принести какой-либо документ о том, что они прошли обучение. Соответственно, они в нашей базе регистрируются, и после того, как он обучится непосредственно, и только потом имеет доступ к сдаче экзамена. Здесь И как немного вам... не договаривают о законе лицензирования. Там на лист одобрения ставит ГРС и МВД. Прежде чем лицензию выдать Министерство образования, оно сначала лист одобрения ставит два ведомства, МВД и ГРС. Так что и ваша ответственность тоже при лицензировании Я есть. думаю, что вы не совсем правы. В законе о лицензировании так. Я вам как Прописано. как человек, который непосредственно ежедневно работает этим вопросом, могу сказать, что именно лицензированием занимается Министерство образования и науки. Лицензию выдает Минобразование, но вы на листе одобрения вы одобряете МВД и ГРС. Мы этого не делаем. Вот смотрите, за счет внедрения новой системы водительских прав, да, ожидалось, что они будут выдаваться прозрачно. Но, как оказалось, недавно была информация, что в Волжской области произошел случай, да, где психически больному человеку выдали права. Как вы можете это прокомментировать? По данному факту хочу сказать, что во всех наших регистрационно-экзаменационных отделах установлены онлайн-трансляции видеокамер. Если вы зайдете на сайт ГРС, вы непосредственно можете посмотреть весь процесс сдачи с утра до вечера. Это раз. Во-вторых, с января месяца, как тогда произошел с января такой месяца случай? мы ввели распознавание по геометрии лица человека. Соответственно, другой человек за кого-либо сдать не может. Насчет данного факта, если выдали документ, водительское удостоверение кому-либо, кто психически нездоровый, то, соответственно, мы предполагаем о том, что эта справка была выдана незаконно. Если нам приносят справку о том, что человек здоров, выдана незаконно? я по нему утверждать не могу, но мы предполагаем, что органы здравоохранения, они предоставляют справку о том, что зрение нормальное, психически здоров и не состоит на учете в наркодиспансере. Можно вот тут Это я вообще другая проблема. Это вообще прокомментирую, да. да, вот здесь. Буквально 1,5 года назад у нас какой-то законопроект там рассматривался, и вот здесь я поднял вопрос, я говорю, вы вот хоть знаете, сколько у нас людей, страдающих там с интеллектуальными, там, ну, кто имеет интеллектуальные проблемы, да, там, умственные расстройства. Базы данных четко нету, надо вот это сказать, баз данных нет. Если была бы база данных, ну, четкая, можно было бы сделать взаимодействие между ГРС и здравоохранением. Сейчас это все вручную. Вы идете, если хотите получить права, да, вы должны медицинскую комиссию пройти, по закону это так, а на деле это получается, вы даете 100 сом за справку, и практически вы вот эти, за ту или иную справку в 100 сом, наркологию 100 сом, вот этот диспансер 100 сом, и того там где-то у тебя медицинское вот это обследование обходится в 300 сом. Вот и все на деле. А базы нет. База была бы, она бы уже То все есть не сразу налажена, исключила. да, связь получается? Да, а была бы база, этого бы не было. И поэтому до сих пор, пока нету баз данных, это будет происходить и будут выявляться до сих пор. И этому не надо удивляться. Я еще 1,5 года назад об этом как раз побеспокоился. Я говорю, вы хоть знаете, вот кому вы даете права, а вдруг этот человек такой, а вдруг такой. Они говорят, у нас баз данных нет. Министерство образования тогда, здравоохранения тогда на тот момент сказал.
Акзам, у вас, да, было что-то добавить по этому поводу? По поводу того, что я уже добавил, то, что на лист согласования при выдаче лицензии сначала одобрение получает автошкола, которая хочет получить лицензию, сначала одобрение получает у МВД и у ГРС, а Минобразование только остается лицензию выдать. Тоже одобрение не дают. Давайте вещи будем называть своими согласование именами. как это? Согласование не проходит. Все необходимые документацию они предоставляют непосредственно Министерству образования и науки. Они уже смотрят все наличие соответствующих лицензионных требований, и они и выдают. Вот как раз у нас есть представитель автошколы. Дюшинал Суркупарович, внесите ясность, да, вот как на самом деле? Ну, Министерство народного образования выдает лицензии, правильно. У них своя норма есть, согласно закону. У них есть перечень, какие необходимые документы и технические средства. И создают сами комиссии. Ну, могут быть в числе, например, вот как он говорит правильно, и сотрудников ГАИ могут включить сотрудников ГРЭСа могут. Это право, это Министерство образования. Согласно акта, выданное решение комиссии, они выдают лицензию на определенный срок. Ну, сейчас бессрочно выдают. А насчет медицинской справки я могу сказать, вот в последнее время, раньше, да, Дастан Далаваев правильно говорит, частные медицинские учреждения тоже были, выдавали медицинские справки, они, по-моему, связь Министерства здравоохранения, по-моему, мало имеет. Сейчас таких вот последние месяцы это запретили, сейчас выдают только государственные медицинские учреждения. Ну, в государственных медицинских учреждениях та же самая проблема сохраняется, эта проблема поднималась уже давно, но мы как бы, чтобы не уходить, я думаю, это отдельная большая проблема. Выдача справок, лицензий, и там еще каких-то разрешительных. Мы просто пытаемся сейчас найти какого-то крайнего в лице ГРС, например, ну, что не является правильным, да? Я считаю. Так думаю, Потому что, ну, не да, корень это проблема. Есть вина тут, может быть, чья-то частично, но если мы говорим о ужесточении наказания, давайте я хочу просто всех вернуть в тему, окунуть, да, еще раз. Вот по ужесточению. Вы вот показывали до этого опрос, да, какой-то социальный опрос, в одном из где там кто-то согласен, кто-то не согласен. Я считаю, что в любом случае, даже если мы увеличим на какой-то процент там, или в 2 или в 3 раза ну, ответственность за нарушение, это повлияет в конечном счете на водителя, который будет либо отдавать частично там, но уже больше, в карман того же сотрудника нечистоплотного, либо в казну государства. Я здесь хочу В любом дополнить, случае здесь повлияет. в карман никак не получится. При ДТП это все фиксируется. Это не как гаишника встретил, он за нарушение остановил. Она все будет фиксироваться в журналах, будет заводиться уголовные дела. Это если При ДТП. Я вот сейчас в общем говорю, о ПДД, о нарушении. Решается вопрос об ответственности. То есть неотвратимость наказания у нас не работает. От наказания, наказания у нас уходят. И да, во избежание наказания будут заводиться дела, все будет фиксироваться, но самого такого наказания не получает. Либо условные сроки получает, либо отсрочку, либо по амнистии освобождаются, но самого наказания нет у нас. И принцип неотвратимости наказания у нас в Кыргызстане такового не работает. И благодаря этому это один из факторов преступления, то есть роста ДТП, так как водитель даже умышленно, неумышленно же он не может, по неосторожности пьяным за руль же он не может сесть, он умышленно садится пьяным за руль, совершает ДТП, и он даже у нас хорошо в Кыргызстане, так как маленькое государство, хорошо развито целлофанное радио. И, например, каждый случай ДТП смертельный, там у нас нет наказания, и все многие думают, что если один совершил, то другой, да, по такому принципу? Нет, не то, что совершил, а совершил и не получает наказание, так как с родственниками договариваются. Сейчас здесь до этого было сказано, что жизнь сейчас обесценилась до 200-300 тысяч сомов, да? Вот так. Ну, если даже не жизнь, вот есть элементарные, хорошо, вот если это крайние случаи, когда смертность, ну, наступает причинение смерти, вот если каждый день то, что происходит, смотрите, вот неотвратимость наказания, она проявляется в чем? Ну, или вернее, не проявляется в чем? Люди целенаправленно, зная, что тонировка запрещена законом, даже которые не находятся там в особом списке, там, да, правоохранительные органы. Давайте своими именами. Правоохранительные органы игнорируют этот закон. Органов, который даже список уже, оказывается, по сети гуляет и опубликован, номеров.
они ездят с тонировкой, потому что они знают, что они просто уверены, что даже если их сейчас остановят, они там что-то им скажут или покажут, и они поедут дальше. Вот в чем у нас самая большая и первая проблема, которую нам нужно решать. А мы хорошо, что мы обсуждаем такие вещи, но нужно обсуждать более, я считаю, да, нужно решать сейчас проблемы, которые связаны непосредственно с вот этой неотвратимостью наказания. Кто несет ответственность за то, что у нас на улице сейчас, я имею в виду из чиновников, государственных служащих, что у нас на улице сейчас вот так, вот кто захочет реально, те и ездят как попало, выезжают на встречную полосу и так далее. Очень вот грубо. смотрите, вот вы говорите, что проблема Я хочу сказать, вот, Айбек, например, вы тоже все прекрасно знаете, за 2017 год со стороны именно сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Кыргызской Республики задержано более 700 тысяч нарушений правил дорожного движения. Почти каждый первый. Хорошо, Да, это отлично. это тоже Смотрите, значит, работа. а еще сколько не задержаны? Не, я этим согласен, но другой вопрос. Например, мы же тоже, ввиду того, что ограниченной штатной численности, мы же на каждом перекрестке всё не можем понятно. поставить. Это Это конечно. во-первых. А во-вторых, например, один и тот же водитель, например, вот если вы говорите про тонировки, у нас есть в течение года 3 раза, например, задерживается за управление транспортным средством тонированными стеклами. Вот. Каждый раз по 2000 сомов штраф государственную казну платит и ездит дальше, Вот, потому что вот. другого вида наказания Теперь вопрос, нету. спасибо, вопрос Да. теперь дальше давайте адресовать тогда к законодателям и тогда спрашиваем их. То есть все-таки 1000 или 2000 сомов, это значит очень мало? Очень мало, да. Мало. Очень мало. И почему мы должны сравнивать этот 1000 сомов с возможностью оплаты? Понимаете, сам вопрос, постановка вопроса, насколько Нет. это соизмеримо с его Немножко зарплатой или с вот здесь возможностью? я Нет, вам вы знаете, скажу, бывают я одно ДТП, время- которые, вы, как уже ранее говорили, да, то есть не, как говорится, не специально, да, не преднамеренное, то есть не по осторожности произошедшее. То есть в этом случае, допустим, виновнику налагается административный штраф. То есть исходя из каких таких показателей вычитывается сумма штрафа. Поэтому вопрос был задан так. Вот я считаю, Вот, Дастан Далбаевич, вам было ну да, что ну, внести? наверное, правильнее ответить. Давайте, да, я за законодателей всех не скажу, но я вам так объясню, что в 2014 году я один из инициаторов был как раз увеличения штрафов, административных штрафов. Люди тогда ругались, но это нужно было. У нас смешные 100 сом такие штрафы были, 200 сом. Неправильно. Мы Средний сделали. штраф было Да. тогда 300 сомов. Вообще смешные штрафы были, и люди еще не соглашались до 1000 сомов. Вот. Что вы хотите? Вы что хотите, чтобы мы 10 тысяч? Оно тоже не даст эффекта. Поверьте, Нет, то есть, вот видите, мы сумму штрафов мы просто увеличивать, но выбрали толку-то мало. сейчас, секунду, мы выбрали более оптимальный, исходя из заработных плат, там туда-сюда, уровня жизни, да? Ну, сделаем 10 тысяч, хорошо, будет 1000 сом в карман будут ложить. Что это изменит? Вопрос избирательности законов, мы же тоже это понимаем, понимаете? Да, Дастан Мы же Далбаевич. тоже Можно сделать градацию. Вот смотрите, я первый раз нарушил, 2000 возьмите с меня. Хорошо. Второй раз нарушил. Айбек, 10 я тысяч. еще раз объясняю. Мы к этому придем. Придем когда? Когда будет автоматизация процессов. Пока мы не автоматизируем этот процесс, у нас как? Кто будет решать, вы первый раз или второй раз нарушили? Гаишник будет решать. А вы же Он знаете, скажет, хорошо, я тебя прощу, Нет, вот- как будто ты первый раз Дастан нарушал. Далбаевич, как раз я вот хотел бы здесь уже свою тоже высказать. Да, вот Дастан Далбаевич действительно прав. В 2014 году у нас было последний раз по всем статьям за нарушение правил дорожного движения был увеличен сумма административного штрафа за нарушение ПДД. И у нас как раз вот переломный момент. Вот Но у в нас- результате у этого нас в как-то Кыргызстане, ситуация самый поменялась пик вообще? смертности на дорогах, это на 2013 год 1220 человек в год погибло. Вот он и как раз говорит, изменения есть. Да, в Были. 2014 году уже в августе месяце вступила в силу вот именно новый закон об увеличении административных штрафов за нарушение ПДД. И у нас сравнение в 2014 году уже пошло снижение смертности. в Уголовный кодекс тогда было Если дополнено. посмотреть, например, 2013 год, 1220 человек могу вас погибло, да? перебить, у нас А по эфирное итогам время вот подошло к концу. 2017 года Иммануил количество Кадырбаевич. погибших 900.
Имануил Кадырбаевич, у нас эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас всех за содержательную беседу и дискуссию. А нам же, всем участникам дорожного движения, следует быть предельно внимательными и помнить, что от этого зависит наше с вами здоровье и здоровье наших окружающих. Это был эфир ток-шоу «Ой, Ордо».